Друзья, сегодня у нас замечательный воскресный солнечный день, 9 ноября. Я вас приветствую в городе Якутск. И сегодня у нас для вас снова совместный с Мирланом контент, как говорится. Ну, Мирлан на самом деле молодец. Он меня, можно сказать, за шкирку вытаскивает, потому что воскресенье у меня единственный выходной. И тем более можно сделать, как бы говорится, убить двух зайцев. Сделать и Мирлану сюжет, и мне себе сюжет. Я ему заодно помогу немножко поснимать. И мы сможем всем этим поделиться с вами. А тема у нас сегодня какая? Наступает зима. Может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то знает, а кто-то и не знает, что здесь нет в Якутии колодцев, во многих частных домах нет водопровода там какого-то, чтобы доставлять воду. И ее заготавливают в виде льда, кубиков льда. У меня уже был сюжет, поделюсь здесь ссылочкой, он достаточно нормальное количество просмотров набрал, как этот лед добывает. Ну и, конечно, Мирлан тоже каждый год приобретает себе лед на зиму, это и в баню, и на приготовление пищи, на все. Сейчас мы поедем на реку. Мы, конечно, импровизируем, ни с кем там не договаривались. Надеюсь, кто-то захочет нам показать, как это все, процесс происходит, посниматься. После этого Мирлан обещал нам приготовить что-то очень вкусное и поделиться очередным своим уникальным рецептом. Ну а вечером, в завершении дня, он знает, что я очень люблю баню. Никогда мне в этом удовольствии не отказывает. И сегодня, конечно же, мы погреемся в баньке после вкусного, сытного ужина и поделимся всем этим с вами. Так что, друзья, давайте начинаем сегодняшний замечательный день. Испытано на себе. Мой самый главный друг, помощник, брат. Как это называется? Венечанин. Островитянин. Кто может так похвастаться? Сейчас у нас дилемма, как бы так одеться, чтобы не вспотеть и не замерзнуть. Все, мы выехали. Погода вообще что-то еще больше распогодилась, пока едем. Вот, за рулем у нас сегодня. Я машину поставил, какой-то прикол мне хочет показать. Вот смотрите, сопки вокруг Якутска. Со всех сторон. Вот здесь отличные виды открываются. Заезжаем на протоку, где ребята добывают лед. Вот и посмотрите первые признаки того, что здесь лед добывают. Просто дорогу перекрыли и в объезд ребята немножко лед уронили. Весной здесь как море. Все водой закрывается. Потом после того, как вода уходит, тут все зелено-зелено. Так я в народе закрепилось. Зеленый лог. Работаем в две камеры. Мы с вами, друзья, приехали на Зеленый луг. Здесь на протоке как раз лед и добывают наши мужики местные, работяги. Не знаю, сколько дней у них это занимает. У меня друг тоже, Джулстан, так вот работал, занимался. Мы как-то снимали. И вот здесь я даже ночевал, кстати, было время, когда у меня не было квартиры. Я в машине спал на Зеленом лугу. Для меня это место особенное на самом деле. Сейчас мы приедем к протоке и попробуем найти кого-нибудь, кто с нами захочет пообщаться, поговорить и показать вам, как все это происходит. Уже зимник почти готов. Да? Ну что, друзья, мы с вами на протоке. Вот как раз здесь ребята производят добычу льда. Как это происходит? Работают бензопилой. Вот видите, длинная такая прорезь идет. Сначала вдоль, потом поперек нарезает. И потом пешнями ломает и специальным приспособлением вытаскивает из воды. Не знаю, получится, не получится нас это все показать, поснимать, но Мирлан хотел сам поработать. Я поснимаю. Я пытаюсь сейчас на две камеры снять. Наверное, потом что-нибудь слеплю из этого одно. Нарезать еще на мельче кусочки, чтобы поднималась она.
загружается на машинке и кто куда увозит. Кто-то сам приезжает, а есть такие машинки, которые грузятся, маленькие грузовички, и они стоят в разных чертах города, и тем самым они здесь покупают и там продают. Это перекупщики льда у нас называется. А мы для своих нужд приехали с прицепом сегодня, сейчас сами поработаем, сами добудем и увезем себе лед в баню. А вот я вооружился печней, сейчас пойдем наглядно покажем и на себе испытаем, как это добывать лед. Это все убирается, чтобы этому куску было куда двигаться. Сейчас придет бензопилой с длинной шиной, пройдется, тогда мы с легкостью оторвем весь этот пирог. А это у нас, ребята, в межсезонье, когда еще шуга идет, лед еще не окреп, у нас ходят, так сказать, связь с материком, хибусы. Вот так мы ведем этот огромный кусок льда, как на привязи, к месту вылова. Я тот кусок пойду принесу сейчас. Сейчас он отпилит. Вот теперь точно можно сказать, это мой собственный добытый кусок льда. Пошли его вынимать из воды. Кто-нибудь падал? Из работников? Не было такого случая, да? Только вначале нырял, когда это. Ну, лед проверял, да? Вот нам, когда вышло. Ага. Так можно сказать, тут вполне себе безопасно, да? Да, конечно. Загружаем, ловим. Хоп. Нет, нет, еще раз. Опа. Так. И тащим. Дело, так сказать, не хитрое, но требует маленькой сноровки определенной, чтобы правильно вытаскивать, центр тяжести применять, чтобы правильно вытащить лед. Куда пошел? Ага. Ну, снимай оттуда. Вот здесь вот сразу. Оп. Надо второй лед достать туда, чтобы он подпирал.
Только в Якутии есть такой способ добычи воды зимой. Да. 4,5 куба будет. 4,5 куба? Ага. А стоит сколько? 7 тысяч машина стала? После того, как вот такие пропилы сделать, берется обычный топор и вместо пропила. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Маленькие куски грузить удобно. В прошлом году я тоже здесь брал, вы тоже здесь брали. Мы вдвоем стояли. На морозе бензопила работает без смазочных материалов. Цепь смазывает вода. В данном случае лед. И как только бензопила останавливается, вода замерзает и прихватывает цепь. И ребятам приходится после каждой остановки греть бензопилу и менять чаще цепь. Газ вылетел. Газ. Пружинка. А вот утром его вытащил на улицу и все, не заводишь, да, чтобы этот лед не оттаял и там не примерзло? Или греете постоянно? Вот у меня замерз большой. Быстро починили, дальше пошли пилить. А сколько рейсов в день успеваете сделать? 2-3. Зимой сами пьете такой лед? Да, до усыха хватает. Почему ледяная вода считается более качественной, чем все остальные? Ну, во-первых, надо сказать, что вода берется с природы. В природе имеются все необходимые элементы. То, что она берется из речной системы, это очень правильно, потому что она проточная. И, конечно, в ходе замерзания как раз гидрофизические процессы, они избавляют от многих примесей, и получается вода более чистая. Причем сохраняются многие микроэлементы, которые, в принципе, нужны человеку. А вот, например, чисто дистиллированная вода, абсолютно чистая, она, конечно, для организма человека очень вредная. Поэтому мы оказываемся в ситуации, что нужно пить сбалансированную воду. А здесь уже река, она сама сделала все анализы и привела ее в соответствие с той местностью, которая есть. Озерную, ледяную или малопроточную, нежелательно. Поэтому то, что люди работают на реке, проточно, это очень правильно. А в этом году вы один, да, все грузите, все сами делаете? Конечно, чтобы холодно не было, надо двигаться. Поможем вам. А как она не цветет, интересно, да, до исыха? Ну вот из-под крана же вода она зацветает. А вот по дорожанию бензина на вас влияет? Вот я вчера, где мои штили? Вон один большой вот штиль. Я купил шину, сломалась. Купил за 8. А какой сезон тут? В этом году мы начали раньше работать, в октябре 27-го, что ли, начали. Я уже забыл даже, не помню. И до какого работаете? До конца месяца, ноября. Ноября. Лед уже толстый, может еще раньше закончить. Если 50... Ну, до какой толщины уже только можно добывать, да? Там уже... Я до 50. Там уже сложнее, да? Да, сложнее. Сейчас 45 где-то. У меня уже сегодня не доставало. Вот, ты же сам видел, там я пилил. Жарко очень. Закончили 3-4 упражнения. Что там у меня за прицеп, сколько будет? Хорошей работы вам.
Не мерзните, пейте побольше чая. Не дают, да, отдохнуть? Ну хорошо же, сезон короткий, зато насыщенный. Анна, спасибо, парни. Всего доброго. Ну вот так, ребята, примерно плюс-минус 2 куба льда. Этого мне хватает на всю зиму для использования в бане. Чтобы в баню не тянуть водопровод, все дела, я вот таким простым методом выпутаюсь из этой ситуации. Аккуратно отламываем, кладем тазик с горячей водой, и у нас получается нормальная теплая вода для мытья в бане. Я туда не буду залезать, у меня снег в тапки залез. Давай, папа, снимай. Испытано на себе. Друзья, сегодня у нас очередной воскресный солнечный день, 15 декабря. Я вас приветствую в городе Якутске. На днях у нас были наконец-то морозы. За 40 перевалили. Достаточно поздно для этого времени. Зима пока такая теплая. Ну, посмотрим, что будет дальше. И вот в связи с этим, что настали сильные морозы, мы сегодня с Мирланом очередной раз решили собраться. Он, как всегда, меня вытащил, как говорится, из работы, из учебы. Говорит, Игорь, надо срочно поснимать что-нибудь интересное, что-нибудь вкусное. Вот. Что я пока до конца не знаю, но это будет связано с морозом, это точно. Здравствуйте. О, здравствуйте. Какие люди. Как у вас? Как у вас дела? Все отлично. Как у вас да. торговля идет? Все хорошо? Идет. Эй, какая красота. Смотрите, снимайте. Якутский торт. Ага. Мы с Андреем немножко пообщались. Мирлана давно знакомы, да, здесь? Ну на рынке? да, я уже сколько здесь, уже 5 лет работаю. Он к вам не раз Да. заходил. Не раз заходил уже, снимал уже. И вы вот так целыми днями стоите, да, на морозе, вот, а это еще сегодня тепло. Сегодня Считается, тепло, да? ага. Когда двигаешься, нормально. Ну, А главное когда не так стоять. станешь на минут 5-10, уже прохладно становится. А вам тут двигаться-то что, часто приходится? Ну, а так, смотрите, вот мешки возят, вот так тоже поехал. Куда-нибудь привез, закинул. Ну, в общем, работа еще и активная, это хорошо, да? Активное движение, общение с людьми. Супер. Ладно, спасибо, поедем готовить. Счастливо.
В общем, постараюсь сделать тот же сюжет. Ну, Мирлан будет его частично вести, потому что мне так не снять одновременно и себе, и Мирлану. Кстати, вот так вместе работать полезно. Мы вот уже несколько раз с Мирланом так поснимали, потому что ему приходят новые свежие идеи, взгляд такой со стороны. И какие-то элементарные вещи, о которых я раньше даже не догадывался, что это же так можно снять, по-другому сделать, так-то сделать. Полезно, получается, приобретаешь новые навыки. Баня натоплена. Сегодня с вами мы приготовим самые-самые вкусные деликатесы Якутии. Мы с вами сегодня сделаем строганину из чира, подледная, строганину из жеребятины и, конечно же, самый деликатес строганину из печени жеребятины. Мы начнем сейчас тогда с печени. Соль местная, крупная и перец, смесь перцев. Это все убава. Тут у нас это диафрагма, которая нам совершенно не нужна. Раз, и сердце. Так. А этот перечищенный кусок, который оставим, мы сейчас уберем и оставим на другое блюдо, которое называется танцик. Берем смесь и вот на краешек соли и перца смесь. Берется кусочек, сюда чуть-чуть. Как тебе печень? Приехал на очередные вкусняшки. Супер вообще, печень очень люблю. И оленью, и жеребячую. Вообще все, что здесь в Якутии вкусного делают, я все люблю. Строганину и все. Нет блюда, которое мне не нравится. Рыбка. Вам спасибо. Мясо. Дальше идет у нас на очереди мясо. Уже ребятина тоже. Надо выбрать такой кусок, где у нас чередуется мясо с жиром. Очень хорошо подходят сюда ребрышки. Сейчас отделяем мясо от кости. И вот тоже таким же макаром. Красота какая, просто божественная. Также смесь соли и перца. Просто во рту тает. Кто не любит куски с жиром, можно чисто мясо. Так вот. Божественно. Как определить, что рыба готова? Что с ним можно работать? Пальчик вставляем. Вот. Если пальчик остается, этот, отпечатать, оттайка. Все, рыба значит готова. Ну а следующий деликатес на якутском столе это, безусловно, тугунок. Тугунок кушается очень просто. Рыбка, она очень такая вкусная, она уже готовая. Отрывается голова. Видите, она икристая. Вытаскивается вот один единственный кишок, как у креветки. И все. Это божественная рыба. Самая вкусная в мире. Для следующего деликатеса нам понадобится печень жеребенка, жир жеребенка, мясо жеребенка и 3 зубчика чеснока.
Все очень просто делается. Запускаем по очереди печень, мясо, жир, чеснок. И у нас получается такой фарш. Соль, перец. Размешиваем это дело все. Берем обычный фасовочный пакет. Всю эту смесь сюда отправляем. Такую колбаску. Края подровнять. Эту колбаску мы отправляем на улицу. Буквально на минут 15-20, чтобы она схватилась. Да, я держу кусок. Игорь, как тебе тугунок? Вот я еще одного только съел. Здорово. Я ел оленёкского тугунка в Оленьке, свежепойменного. Буквально. Тугунок так и кушается. Соль же не надо даже? Нет, она готова. Особенно. Мне соленька привезли, ребята, я заморозил. Деликатес номер 3. Жеребятинку. Жеребятинку. Я тоже люблю. Предвкушение рыбы. Сейчас на нее место оставить. Жира. Озерного. Жирненький, значит озерный. Вроде бы должно быть так. Я их не отличаю, озерный, не озерный. Ну, он же такой вальяжный там в озере, без течения. У нас рыбка подошла. Сейчас Подожди, будем с рыбкой разбираться. С чирком. Да. Сейчас у Игорян освободится. Пока Игорян смакует, я скажу, что у нас еще деликатес номер 4 застывает на балконе. Сейчас чир это номер 5 будет. И у нас на десерт самое крутое, самое популярное, самое вкусное, мне кажется, якутский десерт — это кёрчах. Еще будем кёрчах делать. Одним выпуском убить всех зайцев. Да. И Кстати, про зайцев. у нас есть специальное приспособление бал-турмаз называется. Как расшифровывается, знаете? Бал — балык, тур — турал, маз — это дерево. Разрезаем верхнюю часть, убираем кусок шкурки. Здесь все освободили. Здесь надрез. Так, консервную банку. Тут она где-то. Сетка разжатой. Прелесть якутских ножей то, что она односторонняя, с одной стороны точится, чуть-чуть об керамику любую потер, и она опять острая, как бритва. Начинаем строгать хребетную кость, чтобы она так неприятненько нам в зубы не попадалась. Прикольно, просто тут. Теперь делаются вот такие надрезики. Это называется московская строганина или пробник строганины. Одним движением. Вот так вот, друзья. Строганина наша готова. Кушается она ровно так же. Берем тарелочку, соль, перец. Божественно. Жирная такая. Все, можно? Почти. Я тебя забыл. Я слюночек Так. подавился. Так. Аж схватил самый здоровый кусок. А я вот хотел спросить, когда ты так по хребту режешь, косточки мелкие же остаются? Ну, тут, Или смотрите, практически нету? в этой части костей нету. В этой что части костей нету. Хребет вытащил уже, да? Да.
Вот в хребте вот здесь есть кости, но когда их режешь, они вот в этой части, вот в этой части остаются. Вот видишь? Ну вот мелкие вот эти, да? Да, они там по миллиметру по толщину, ну как бы длину Здесь вообще будут, нет тут, например. и они вообще не чувствуются никогда. Вот в этом кусочке, допустим, вот здесь. Камера. О. Ага, да. Ну тут как будто бы есть кости, но их даже не почувствуешь никогда. Когда я приехал в Якутию, вот впервые вот этим всеми блюдами познакомился, сразу побежал на крестьянский рынок, закупил рыбу, ребята. Ну, тогда еще друзей не было, я вообще никого в городе не знал. Ни одного человека, только по телефону с коллегами общался и все. Сейчас уже есть друзья, которые меня всегда угощают рыбкой. Ниргун, кстати, на днях мы встретились, рыбку мне из машины, раз, чиро, на, говорит, покушай. Ниргун, спасибо. Ну, Мирлан тоже никогда меня без подарков не оставляет. Хорошо жить на северах, когда ты рыбу сам там вылавливаешь. И там же кушаешь. Кстати, есть еще одна фишка этой рыбы. Вот рыбаки, когда зимой, они вот ее заморозили, вот хорошенько поев строганины, организм приобретает большое количество энергии. Сразу тепло становится. И я причем сам это, ну, я про это слышал и сам испытывал. Что действительно плотненько так поел и сразу тепло. И на душе, и в теле. И рыбий жир, она когда поступает в организм, то, что делает она как дрова в топку. Кстати, я не забыл. Но это удовольствие не из... Тебе еще-то. О, она уже почти готова. Штили. Ой, ну еще не... Баньки дрова подкинуть. Да, кстати, мы забыли немножко про баню. И потом у нас будет деликатес номер... Который сейчас? Я сбился со счета. 6, 7, 5. Ну, у нас один деликатес остался, это... Мартышки? Да, мартышки кёрчах. Это десерт, самый любимый мой десерт. Кстати, у меня есть на канале ролик. Я люблю бананы. Я сделал мартышки с бананами с медом. Вот так получается. Ну что ж, друзья, настало время для самого популярного, самого вкусного якутского десерта кёрчах. По простонародье это мартышки. Для мартышек нам понадобятся сливки. Сливки наливаем в посуду. И начинаем его взбивать до состояния такого густого пюре. Потом берем, добавляем любое варенье, которое у вас есть. Но самый топ рецепт, самый вкусный мартышки, это, естественно, брусничное варенье. Добавляем. Ах, вкуснота. И еще дальше работаем. Это все дело у нас превратится в однородную массу. О. Друзья, и любой якутянин, любой якут скажет вам, что самое вкусное было в детстве, это такие воспоминания детские, это облизывать. Зря Макс прибежал, да, в ожидании? А Макс знает, Макс, слушайте. Берем ложку, берем противень, бумага для запекания и начинаем делать мартышки. Мы раскладываем так, немножко придавливаем чуть-чуть сверху, ну как оладушки. Делается этот рецепт буквально прям за считанные минуты, как вы сами видели. Самое якутское блюдо, которое не заявлено было сегодня, якутские вафли. Вот так берешь вафельку, отламливаешь. Вот она вкуснота, ребята, вот так. Это выносим на улицу, ставим вот так. Буквально за 20 минут у нас будут мартышки готовы. Уронил, да, прошлый год? Так вот нес. Игорь, Меня оставили-то, я смотрю на вас. чтобы у тебя тоже были вот такие в чертогах разума, вот это, вот, смотри,
Берешь вафельку, берешь вот это, дай сюда камеру. Это самое вкусное, вот так вот. Я очень давно такую штуку не ел, кстати. Угу. Года 3 назад, наверное, последний раз. Если не 4. Специально для, когда мартышки делаются, пекутся либо оладушки, либо якутские вафли. Вот, чтобы просто ради вот этих моментов. Вот Да, так. очень вкусно. Я вам скажу больше. Говорят, что бельгийцы украли у якутов рецепт вафель. То, что вы кушаете в кафешках, бельгийские вафельки на завтраках, теперь они не совсем и бельгийскими были. Полчаса прошло. Заносим нашу колбаску, открываем. Она схватилась уже. Ой, какая прелесть. И также строгаем его. Раз. И вот так. То есть прям этот сервелат. Да, это очень похоже так, по виду, как на сырокопченую колбаску. Но это не так. Это печень, мясо и жир, жеребенка. Это вкуснейший якутский деликатес, называется танцык. Все, мощная закуска, я вам скажу. Так берется. Ты солил уже, да? И вот во рту вот эти вкусы женятся. Они не там женятся, они у вас во рту женятся, когда вы уже в рот положите. И в конце вот этот горечь чеснока такой бум. Это мощно. Игорь, ты должен заценить. Давай. Я, по-моему, эту штуку тоже не первый раз. Ну, я ел подобное. Ну, где-то пожирнее делают, где-то больше печени добавляют, где-то больше мяса добавляют. Так как у нас печень жеребенка очень такой деликатес, он очень, ну, как бы его всегда же мало, кто-то там меньше добавляет. Вот так. Для себя можно, ну, мой золотой рецепт это 60 на 40. 60% печени и 40% это жирные части мяса жеребенка. Печень доминирует. Да, печень должен доминировать. Синхронное поедание этого. Мартышки наши готовы. Дети уже в предвкушении. Красота. Красота. Вот она прекрасное завершение. Да. Кажется, это вкусно. Что хочется сказать? Северные народы, они научились дружить с холодом. Не бороться с холодом, а научились дружить с холодом. Научились применять в кулинарии этот холод, этот экстремальный мороз, это во благо. Любой продукт, который мы сегодня кушали на стране, вы почитайте и скажете, миллион комментариев будет, что это сырое, это что такое. Нет, этот продукт обработан термически, только минусовой температурой. И вот такие прекрасные вещи, благодаря местным продуктам, местному экстремальному морозу получается. Нигде, в никаком морозильнике вы не сделаете вот такую мартышку. Только здесь, в открытом воздухе, с такими же местными сливками и местным вареньем. С местных ягод. Будьте здоровы, подписывайтесь и всем удачи. А мы пошли греться, париться. Игорек, пробуй. Можно уже наконец, да? Да. Детки, еще один ребенок ждет мартышку. Че как? С вафлей можно тоже, кстати. Да, это с вафлей. Так просто готовится на самом деле. Тут мне опять напомнил, что я уже несколько лет после того, как впервые с этим блюдом познакомился, хочу его сделать, и все никак не могу сделать. Надо, обязательно. Что, Милан, балдеешь уже? Ох, как курица, а? Вот это, Мирон, спасибо, замечательно.
Завершение вкусного рабочего дня, как говорится. С очередным окончанием недели нас, ребята. Ведите здоровый образ жизни, закаляйтесь и подписывайтесь на нас. У нас всегда все интересно и вкусно. Будем и дальше стараться. Чем вас будет больше, чем вы будете больше смотреть, тем мы будем более замотивированы. Да. Мирлан меня никогда голодным не оставит. И домой с пустыми руками не отправляет жеребятины. Строганином. Мирлан, ты мой спаситель. Что бы без друзей здесь и пути делал? Кто это на меня прыгает? Караси есть что-то? Да, караси есть, не надо, спасибо. Ну, открывай ворота. Помчал я до дома. Давай, спасибо тебе. На камеру. Потом без камеры.